Убить нельзя оставить. Ужас, паника. Это же очень страшно. Подозрительный незнакомец с оружием и иглы в пище для животных. Мактаминцы подозревают, что в поселке убивают собак. Это лишь версия, но местные встревожились не на шутку. Место, от одного вида которого становится жутко. А через мгновение здесь все будет объято дымом от пожара. Посторонние звуки, крики и плач детей, взрослых, крики о помощи. И то есть в этой всей ситуации нужно сориентироваться. 8 команд спасателей тушили возгорание. К счастью, условная, но ситуация максимально приближена к реальной, что оказалось самым сложным. Комедия по-татарски. Необычное изложение знакомых постановок «Умора лап» в Альметьевском драмтеатре. Таким театр вы еще не видели? Новый сезон подготовил нечто особенное. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте, в студии Елена Золотарева. Еще не забылась история расстрела альметьевского пса Хатика. Как в соцсетях появилось видео с гуляющим среди бела дня и недалеко от жилого района мужчина с оружием. Владельцы участка забили тревогу и написали заявление в полицию. Мы не покажем детально запись с камер видеонаблюдения, поскольку все сказанное в сюжете – это пока лишь только подозрение, и информация основывается в основном на словах зоозащитников. Но сам факт заставляет насторожиться. Истории, когда люди ходят вооруженные, открытые, не боясь, должны научить осторожности. Мер по этому обращению пока не последовало, а между тем и бездомным животным устраивают травлю. Несколько подопечных центра «Кошкин дом» были убиты. Когда становится река из крови животных и где поставить точку в истории с братьями нашими меньшими? Этими вопросами в своем сюжете задалась Катерина Машинцева. Посмотрите, вот здесь у нас как раз расположена видеокамера, с которой и ведется видеозапись того, что происходит вот на этой полянке. Вот то, что камера на участке Зульфии записала днем в СНТ-ЗАИ, что прилегает к жилому району в Нижнем Актаме. Ходит некий мужчина. В руках у него расчехленное оружие. Он идет вдоль забора, что-то или кого-то высматривает в кустах и уходит. Женщина бывает на участке и без мужа. Блуждающего рядом человека с оружием, как и любой нормальный человек, испугалась. Подскочило давление, стало страшно выходить на улицу. Ужас, паника. Это же очень страшно. Вы представляете, что мы сюда приходим не только в дневное время. То есть мы можем прийти сюда днем, а уйти вечером. Сейчас мне это делать, конечно, страшно. Вечером приходить сюда, вы посмотрите, у нас тут заброшки. На самом деле страшно. Расчехленная. Я в заявлении полиции именно так и написала. Продублировала обращение она и на номер 112. Сколько дней прошло с момента, как вы написали заявление? Какая-то реакция последовала? Так, реакции никакой не последовало. Заявление было написано 4 числа. Обращение в службу 112 5 числа. То есть никто из участковых Нет, не связывался? Никто не звонил, никто не приходил. Всем известные кадры, когда человек шел с оружием в городе среди бела дня, и никто его не остановил. И всем известен финал этой истории. Есть у местных еще версии, почему кто-то взялся за оружие. За несколько дней до этого случая у соседки Зульфии были передушены куры. После этого и появился тот человек. Это лишь версия, чем руководствовался он, выходя на тропу войны. Волонтеры гадают до сих пор. И строят версии, что не мог ли этот мужчина застрелить и Хатика. А история других обездоленных на этом не заканчивается. В одно утро я иду, как обычно, в огород, и вот именно вот на этом месте, я смотрю, стоит бездомная собака и обнюхивает сосиску. Эта сосиска, она была ножом поделенная ровно наполовину, и, получается, я обратила внимание, что собака почему-то ее обнюхала, но ничего не делает. Я подняла эту сосиску, просто ее надломила, и там получилось, я увидела иголка. В сосиску была воткнута игла. Животное, отведав такого угощения, будет умирать долго и мучительно. Именно так, но уже от яда, и умерли 2 собаки в этом районе. Их трупы лежали на обозрении взрослых и детей несколько дней. Гуманность? Нет-нет. Не слышали о ней и те, кто разбросал отраву неподалеку от собак Кошкиного дома. Едва стерилизованная Линда, 3-лапый пес Сережка умирали долго, в болезненных конвульсиях и с пеной изо рта. Целый год она у нас здесь была, ничего ей не было. И вдруг, когда стерилизовали, пожалуйста, взяли, отравили. 3-лапый. Ну чего бы его трогать-то? Но 3-лапый, как говорится, его спасли, он такой веселый был. Откачали воеболите лишь этого щенка, его лечение продолжают до сих пор. Я никак не одобряю такое отношение к братьям нашим меньшим. Соответственно, за такое пресекать нужно. Но рано или поздно тайное становится явным, да и такие люди настигают наказание. Сын Марины Ивановой имеет в виду не правосудие, к сожалению, а закон бумеранга, на который и остается надеяться зооактивистам. Люди столько денег вбухивают, да, отдают на то, чтобы отстерилизовать, пролечить, например. И вдруг вы пришли и взяли и убили. Ну зачем это? А ваших детей там убивают, на Украине, понимаете вы это?
Вот это бумеранг. На участках владелица Кошкиного дома старается обустроить места для собак. Планирует организовать кошачий городок, где найдется место бездомным и выброшенным кошкам. Ее единственная просьба – тем, кто любит животных, помогать ей, а кто не терпит их, просто не мешать. Нет разделения Мактама и город, нету совершенно. Поэтому хочется попросить, чтобы быть терпимыми. Чуть-чуть потерпите, люди, давайте не становитесь как звери. Звери как люди становятся, а люди наоборот. Мы разлучаем собак с их детенышами, истребляем их, потому что они нам мешают. Эти беззащитные щенки, собаки, что сидели в поле и сторонились людей. Такой пример оставляют следующему поколению те, кто считает, что вправе убивать живое. И уже перед самым выходом сюжета нам прислали видео, где виден истинный душитель тех самых кур, за которых расплатились бездомные собаки в СНТ «Зай». Убить нельзя оставить. Где поставит точку наше общество в вопросе с бездомными животными? Катерина Машинцева, Альнур Залятов. Новости Юго-Востока. В Альметьевске наводят порядок на улицах перед зимой. Сотрудники муниципальных учреждений вышли на субботник. В уборке приняли участие 74 человека. 4 проблемные территории поделили между собой 10 предприятий. На 2 площадках задействовали максимальное количество человек и спецтехники. На территории гаражных кооперативов улиц Монтажный, Объездной, Базовый и проспекта Строителей убирали строительный мусор и другие различные отходы. С участков вывезли 200 кубометров мусора. А в квартале в периметре улиц Гагарина, Ленина, Белоглазова и Радищева убирающиеся очистили 600 квадратных метров от американского клена. В будущем участок планируют облагородить. В планах задействовать подрядчиков в рамках программы «Наш двор». К другим темам. Они сменили покой на борьбу. При нулевой видимости и стопроцентной опасности находят очаг пожара в удушливом дыму, отыскивают и спасают пострадавших. Газодымозащитную службу называют спецназом пожарной охраны из-за сложности и опасности их работы, которую спасатели показали на соревнованиях, прошедших в Альметьевске. Каково побывать в теплодымокамере, чему посвящены состязания и кто стал самым лучшим звеном ГЗДС, расскажет моя коллега. На старте соревнования среди звеньев газодымозащитной службы. Вскрыв железную дверь, команда попадает в задымленную теплодымокамеру. Во время состязаний съемочную группу туда не допускают, но мы побывали там до них. Вот так выглядит изнутри учебная теплодымокамера. Газодымозащитная служба. Звено из 3 человек попадает сюда через узкий коридор. Вот здесь будет идти дым, имитирующий настоящий. А вот тут начинается их полоса препятствий. При этом они с собой еще протягивают рукавную линию, заполненную водой. Что из себя представляет полоса препятствий, нам рассказал и показал начальник службы пожаротушения. Помещение чем-то напоминает крепость, в которой снимался Форт Боярд. Здесь команда проводит разведку пожара, ведет поиск пострадавших. Вот по этому маршруту. Абсолютно без видимости. Осторожно, пожалуйста. Они передвигают втроем. Вот это все они должны преодолеть. Вот таким образом. Пожарный рукав протягивают до этой комнаты. У каждой двери есть датчики. Снаружи движение отслеживают судьи. Пожарные должны дойти до этого раструба. Вот эта точка у нас обозначает очаг условного пожара. Отсюда они должны подать воду, стоя в рукавной линии с пожарного ствола. При наполнении емкости по рации поступает сигнал о выполнении задачи. Также пожарным нужно вынести пропановый баллон. Команда Дмитрия Маклакова начинала прохождение полосы препятствий первой и только что с финиша. Да, я уже пробежал свой старт. Финишировали, я считаю, что мы успешно, все хорошо. Внутри самое сложное то, что там очень темно, там очень дымно. Там включают для нас посторонние звуки, крики и плач детей, взрослых, крики о помощи. Вот, и то есть вот в этой всей ситуации нужно сориентироваться. А помогает в этом физическая подготовка и постоянные тренировки. Сам командир отделения в рядах пожарных с 2018 года. Мне всегда нравилась работа в данной структуре. Я с уважением отношусь к данной профессии и продолжаю в ней развиваться, расти.
Это второй этап соревнований на звание лучшего звена газодымозащитной службы среди договорных подразделений пожарной охраны республики. Они проходят в память о погибших товарищах. Это реалистичные соревнования, которые дают подготовку газозащитникам для дальнейшей работы по тушению пожаров. Есть определенная подготовка, во-первых, пожарных. Есть определенные правила, которые помогают пожарным продвигаться в неизвестных помещениях. После газодымокамеры пожарный спецназ преодолевает огневую полосу, где помогают пострадавшему и ликвидируют горение в этажном здании. Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным. Так, зачастую до приезда скорой за жизни пострадавших бьются огнеборцы. Соревновались 8 команд из Альметьевска, Набережных Челнов, Казани и Нижнекамска. Третьей стала 76-я пожарно-спасательная часть Казанского отряда. Второе место у Альметьевской 77-й части. Лучшим звеном ГЗДС стала пожарная часть номер 15, тоже из Альметьевска. Победители получили кубки, а призеры – медали и дипломы. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов. Новости Юго-Востока. Прочитать о событиях дня вы можете на нашем сайте. А если хотите оперативно следить за новостями, рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в мессенджеры. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. Камеди по-татарски. Необычное изложение знакомых постановок. Умора Клаб в Альметьевском драмтеатре. Таким театр вы еще не видели. Новый сезон подготовил нечто особенное. Отец, наставник, командир. Альметьевск простился с руководителем боевого братства Геннадием Денисовым. Альметьевск простился с руководителем боевого братства Геннадием Денисовым. На траурную церемонию во Дворец культуры Невче пришли десятки горожан. Это коллеги, друзья и родные. За свою жизнь он был и кадровым военным, и педагогом. Руководил охранным предприятием. Последние годы жизни отдал общественной работе. Геннадия Денисова не стало 14 сентября. О том, как провожали командиры и наставников последний путь, расскажем далее. Опять к своим ребяткам? Да, говорит, к своим ребяткам. Были для него мы и будем всегда его ребятки. Есть моменты, когда даже военные едва сдерживают слезы. На церемонии прощания с Геннадием Денисовым собрались десятки альметьевцев. Коллеги, бывшие и нынешние, друзья и сослуживцы и родственники. В семейных ценностях и в жизни, не только для нас, для каждого, кто был с ним знаком. Говорят, кто-то их называет батей, кто-то отцом называет, мы называем папой. На церемонии вспомнили основные вехи биографии подполковника запаса. Он был участником военной кампании в Афганистане, тогда ему было 22. В последние годы жизни возглавлял ветеранскую организацию. Это был человек абсолютно неравнодушный к проблемам людей, к судьбам тех ребят, которые в современных условиях выполняют свои задачи в зоне специальной военной операции, к участникам боевых действий, проблемам их жен. Он успел поработать и педагогом в 12-й школе, и возглавлял охранные предприятия нефтяников, и побывал главой родного русского Акташа. Благодаря Геннадию Ивановичу многие ребята получили путевку в жизнь, кто-то получил второй шанс. Геннадий Иванович ко всем относился с большой любовью, и он очень сильно переживал за их успехи. И все вспоминают его как отзывчивого человека, который никогда не отказывал никому в помощи. Приехали представители боевого братства из соседней Бугульмы и более отдаленных Набережных Челнов. Мне вот запомнилась действительно его черта, вот это вот умение говорить правду в любых кабинетах. Это не так просто отставить интересы ветеранов, отставить интересы организации. И он умел добиваться, его слушали. Потом процессия должна была переместиться в русский Акташ за 20 километров от города. Гроб пронесли через строй. Прощались с Геннадием Денисовым со всеми воинскими почестями.
гуляющих встречают звон колоколов и сельчане, присоединившиеся к процессии. После отпевания Геннадия Денисова похоронили на сельском кладбище. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Продолжаем выпуск. Живопись, резьба по дереву, куклы и необычные инсталляции. Все это многообразие можно было увидеть на передвижной выставке картин и произведений декоративно-прикладного искусства в Лениногорске. Все работы выполнены нефтяниками и ветеранами отрасли. Насколько сильны их таланты и творческие способности, оценила моя коллега Наталья Лакомкина. Выставка проходит в 9-й раз. Самому конкурсу более 20 лет. Классическая живопись, резьба по дереву, шитье и куклы – разные инсталляции. От представленного на выставке творческого разнообразия действительно захватывает дух. В конкурсе участвуют представители предприятий нефтяного региона из Альметьевска, Азнакаева, Бугульмы, Бавлов, Елабуги, Лениногорска и других городов юго-востока Татарстана. Отбор участников выставки состоялся в Альметьевске на празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Этот конкурс передвижной, он был инициирован генеральным директором Балтнефти Олегом Ивановичем Агатовым. Как-то он приходил к нам в павильон и говорит, что сколько у вас человек здесь проголосовали, сколько приходили. Мы сказали, что вот порядка около 3000 людей приходит сюда, голосует, по крайней мере, столько. Приходит, конечно, больше. Но недолго думал, сказал, что же у нас в других городах, почему люди не могут это видеть тоже. В этом году на конкурс было заявлено около 200 произведений. Комиссия отобрала для последующего голосования лучшие работы. Я посмотрела, работы восхищают своей самобытностью и оригинальностью исполнения. Один из постоянных участников конкурса – ветеран ООО «Лениногорскремсервис» Николай Карасев. Он не раз становился призером и победителем. Художник занимается резьбой по дереву, чеканкой, живописью и осваивает другие направления. Большое спасибо нашим организаторам Татнефти, что они вот так вот понимающе отнеслись к искусству, за то, что показывают наши работы, которые влияют уже каким-то образом на общее мировоззрение и просвещают людей. Победители определяются общественным голосованием и мнением профессионального жюри. Отметить понравившиеся работы, имеющие индивидуальный порядковый номер, может любой желающий. Но определиться с выбором непросто. Я стояла около каждой работы, и вы знаете, у меня прям дыхание перехватывало от той красоты, что люди творят. Я сама этого нарисовать такого я не смогу, но я вижу эту красоту, поэтому мне очень отрадно, что я попала на эту выставку, что она к нам приехала. Очень много работы тех людей, которых я лично знаю, даже работы моих коллег. И все картины, все работы передают настоящую такую сущность, как человек-профессия, как наши работники, выглядят на самом деле. И авторы буквально до каждой мелочи это все воплотили. Посетители выставки в Лениногорске в очередной раз убедились, что среди нефтяников много талантливых и творческих людей. После Лениногорска выставка отправляется в поселок городского типа Джалиль, затем снова в Альметьевск, где и состоится закрытие. Итоги будут подведены в октябре. Наталья Лакомкина, новости Юго-Востока. Пока постановщики и актеры готовятся к открытию очередного сезона, зрителю скучать не дают. В Альметьевском драмтеатре открыла свои двери Умура Лаб. Начиная с 5 октября в обновленном репертуаре ожидается 5 премьер, а пока артисты представили 4 эскиза спектаклей. Ты что, совсем Название «Умура Лаб» говорит само за себя. На суд зрителей представили комедийные постановки. И, судя по реакции зала, у публики уже появились любимчики. Вместо профессионального взыскательного жюри – сами зрители, которые эти спектакли в будущем предстоит смотреть. Коллектив Альметьевского драмтеатра не в первый раз отдает на откуп публике право составления репертуара, будь то камерные постановки или большие произведения. В
программе лаборатории смотр 4 эскизов. Над «Прадедом», «Мисс Гузелек» и «Весами» работали приглашенные режиссеры. А постановщиком внеконкурсного спектакля «Галия Нация» выступила актриса Альметьевского драматического Энже Сайфуддинова. В общем, поле экспериментов не пустует подолгу. Лаборатория – это такая вещь, где мы разминаем драматургию, разминаем наших актеров, и чтобы друг к другу притянулись режиссеры и актеры. Но откроет 79-й сезон другая премьера «Конократ» по мотивам одноименной драмы Туфана Минуллина. А 30 ноября можно будет посмотреть спектакль «Алтын чәч» по мотивам произведения Мусы Джалиля. 30 ноября и 1 декабря ожидается вторая премьера сезона «Алтын чәч». Это уже нелегкий жанр, понятно. Это будет такое. Но «Алтын чәч» вы все знаете, я думаю, по мотивам либретто Мусы Джалиля, но драматургию под сегодня, под современность и как надо режиссеру написал, понятно, драматургию создал, что ли, современную, не знаю, как это назвать, Ильгиз Зайниев. Пока коллектив постановщиков выбирает, какой из эскизов перестанет быть наброском и оформится в полноценную постановку. А зритель свой выбор сделал. Если вкратце, он хочет, чтобы рано или поздно, но в обновленном репертуаре появились все отсмотренные спектакли. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Участковый лесничий Баулинского участкового лесничества Рамиз Кулдашов своей профессии с 2017 года он прошел по стопам своего отца, который 25 лет своей жизни посвятил отрасли. Вот мы подошли к сосне обыкновенной, ей около 10 лет. Путь в профессию Рамиза Кулдашова начался с 7 лет. Вместе с отцом мальчик ухаживал за деревьями, изучал секреты лесоводства. Затем учеба в аграрном колледже. Он стал инженером лесного хозяйства. После окончания учебного заведения в отрасль пришел не сразу, а немного попозже. Вот уже 6 лет он является участковым лесничим. Ему верено более 10 тысяч гектаров леса. В мои трудовые обязанности входят охрана лесов, патрулирование, контроль-надзор. Также мы сажаем лес, делаем подготовку почвы. Также охраняем от вредителей. В весенне-летний период работники леса активно занимаются защитой деревьев, выявлением болезней и вредителей. К примеру, в этом году жаркая погода способствовала распространению опасного лесного вредителя – непарного шелкопряда. В целях подавления их численности лесничие проводили нефтевание. Обмазали яйцекладки нефтепродуктами. В этом году они таких размеров были, с указательный палец мой, длины и толщины, наверное, в 5-6 миллиметров. Рамиз Кулдашов любит свою работу. Он рассказывает, каким разным бывает лес, сколько зверей ему пришлось встретить на лесных тропинках. За последние 2 года уже увидел, что появляться начали рыси в районе Тумбарлинского леса. За последние 2 года также очень много стало появляться больших птиц. То ли это степной орел, то ли это сокол. Поймать не удавалось, но они внушительных размеров, и их стало очень много. Участковый также вспоминает, как они спасали лес от возгорания. Такие экстремальные ситуации в его работе нередки. Местные жители поджигали эти горы. Это не является гослесфондом, но до гослесфонда там буквально каких-то 300 метров. Это как раз 17-й год был. С 5 часов вечера до 2 часов ночи мы эти склоны тушили. Лесничий с особой ответственностью следит за садом памяти, который был посажен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сосны удачно принялись, за ними производится уход, и скоро на этом месте вырастет хороший лес. Как признается Рамиз, а они, лесничие, будут беречь эту красоту в память о дедах. Айгуль Диатуллина, Булат Минязов, новости Юго-Востока. А в спорте в завершении. В селе Абдрахманово прошел традиционный турнир по футболу. Это событие посвящено памяти земляка, благотворителя и мецената Сирина Залаева. В соревнованиях приняли участие 4 команды из Абдрахманова, Тайсуганова, Верхней Мактамы и Карабаша. В результате игр места распределились следующим образом. На первом месте хозяева поля – команда села Абдрахманова, на втором – поселок Карабаша, на 3-й ступени пьедестала почета команда Тайсуганова. Также во время открытия турнира прошло награждение сборных команд Тайсугановской и Абдрахмановской школы. Они получили медали и подарки от благотворительного фонда «Родная деревня».
Заходите на наш сайт и YouTube-канал. Если удобнее смотреть новости в смартфоне или через компьютер, это можно делать в удобное для вас время. Если смотрите выпуск в интернете, пишите в комментариях, какие темы вы предлагаете осветить в наших выпусках. Задавайте вопросы, оставляйте пожелания, это важно для нас. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.